Еще раз, дорогие друзья, добрый день. Вы сейчас находитесь в комнате истории славы Управления Росгвардии по Сахалинской области. Здесь у нас представлены экспозиции, посвященные подразделениям, которые у нас входят в состав управления. Также у нас есть экспозиция, посвященная Второй мировой войне. И у нас есть витрина, которая посвящена у нас великому сыну Якутии Филиппу Лобанову. Давайте начнем знакомство с нашим отрядом мобильного особого назначения. Можете посмотреть, здесь у нас представлены форменное обмундирование бойцов ОМОН, также фотографии, на которые, рассказывающих о их боевой деятельности. Следующая витрина у нас посвящена специальному отряду быстрого реагирования. Здесь у нас собраны подлинные предметы, которые были изъяты у боевиков во время командировок их на Северный Кавказ, а также трость первого начальника управления была подарена бойцами ему, когда он получил ранение. Саблей? Да. Угу. Могу открыть, можете взять. Сейчас, секундочку. Спасибо. Значит, другой стороной там. Видать, да. Неправильно. Это оружие серьезное. Острая. Ну-ка. Острая боевая. Положу. После того, как у нас на Сахалине прошли первые зимние игры «Дети Азии», мы вот тоже сделали такую витрину небольшую. Здесь вот у нас получаются журналы, фотографии, которые рассказывают, на некоторых видно, как наши бойцы Росгвардии несли службу во время проведения игр. Угу. Дальше у нас витрина посвящена вневедомственной охране. Также здесь собраны книги, уже устаревшие, конечно, образцы сигнализации охранных, и описано, как у нас ребята работают. Еще у нас в состав управления входит авиационный отряд. Здесь тоже вот фотография деятельности этого отряда есть. Как вы знаете, что Росгвардия у нас участвует в оперативно-профилактических мероприятиях «Пути на МАК». Вот мы сделали такую тоже небольшую витрину, рассказывающую о том, как наши ребята выполняют задачи. Здесь представлены орудия незаконного лова, и маленькие образцы краба. Вот эта вот витрина у нас рассказывает о подвиге Филиппа Лобанова. Здесь собраны оригиналы газет, оригиналы книг наших, фотографии. Постоянно, когда у нас приходят, у нас нашу комнату посещают ребята из подшефной школы, молодежь, юнармия, десантник, мы всегда показываем эту витрину, рассказываем о подвиге Филиппа, чтобы молодое подрастающее поколение знало своих героев. Отделение, в котором служил Филипп, оно находилось на полевых занятиях. Внезапно раздался сигнал о пожаре на рыббазе. И бойцы незамедлительно туда выдвинулись. Оказалось, что на складе ГСМ горит трава. А так как земля была пропитана бензином, керосином, то есть огонь распространялся очень быстро. А рядом с этой рыббазой находилась больница и жилые дома. То есть они незамедлительно принялись тушить пожар, то есть практически все пламя уже сбили. И около одной цистерны загорелась бочка с горючим. Филипп начал ее оттаскивать багром, и в это время у бочки открылась крышка.
и, получается, струя горящего пламени, как из огнемета, его окатила. Вот так вот он ценой собственной жизни, получается, они уже затушили, вот он ценой собственной жизни спас многих людей. Если получился, если бы был взрыв, там погибли бы очень много людей. И посмертно был удостоен ордена Красной Звезды. Когда была воинская часть, вот на фотографии видно, что особо отличившимся бойцам передавали автомат. То есть на автомате, на прикладе была табличка, что это автомат Филиппа Лобанова. И то есть особо отличившимся бойцам в караул, они ходили с этим автоматом в караул. То есть... Ну, у нас есть небольшие тоже послания с Родины. Это Ангенский район отправил. У них были игры, были спортивные игры, вот как сувенир. Это нам части. Так, угу. Спасибо большое. Дети, школа имени Филиппа Лобанова отправила вам свое послание, вот это, то, что вырезки, то, что у вас есть, кажется, некоторые вещи, сочинения свои. Спасибо большое, обязательно разместим все это. Да. О, очень хорошо разместим, да. Спасибо большое. И УУС тоже по себе, это его родина. Спасибо. Георгий Ильич, мы тоже подготовили две книги. Первая — это книга местного автора, которая описывает городскую культуру. Здесь вот одна статья под названием «Ушедшие бессмертие». Посвящена, здесь описывается подвиг Филиппа Лобанова, фотография могилы его на Стародубском кладбище и сам памятник, который возле нашего управления. И вторая книга — это фотоальбом о нашем городе. Спасибо. Спасибо, что не забываете, приезжайте. Еще встретимся. Ну, уже дружим. Дай пакет. Управление Росгвардии по Сахалинской области передает привет родине героя якутского Филиппа Лобанова, детям, которые обучаются на его родине, в деревне Амги. Спасибо за подарки. Обязательно с вами наладим связь, будем тесно сотрудничать. Спасибо. Ну да. Филипп Лобанов келеген Атайлиптен Уруй! Уруй! Айхау! Уруй! Айхау! Айхау! Айхау!